Спектакль «Супергерои» – это не просто представление, а шаг к соучастию, который поможет обществу стать более открытым и понимающим. Он показывает, что супергерои существуют не только в книжках и комиксах, но и среди нас. Нужно стремиться к тому, чтобы устранить разделение здоровых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Мактина Джинджоли, руководитель фонда Шана и исполнительный директор проекта «Искусство без границ», отметила, что этот уникальный проект начал свою работу 2 года назад. Идея, вдохновившая фонда Шана, была предложена верным другом организации Анной Савиловой. Основная цель проекта заключается в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, что делает его особенно важным и значимым. Взрослые, которым 20, 25, 30 лет, и они писали, 30-летние люди с ОВЗ писали нам о том, что они мечтают научиться писать, они писали о том, что они мечтают выйти дальше своего двора, завести друзей. И мы стали вникать в проблему, которую и так знаем не понаслышке в силу рода своей деятельности, из-за тех преград, из-за недоступности среды, из-за недоступности наших школ, детских садов. В свое время эти дети не пошли в школу. Соответственно, у них в 30 лет нет элементарных навыков писать и читать. И мы стали в рамках проекта реализовывать программы и обучали их элементарной грамотности. В рамках проекта были собраны письма с пожеланиями детей, которые впоследствии стали основой для реализации их мечты. Однако при разборе писем было замечено, что в них содержатся не только детские желания, но и мечты взрослых. Режиссером спектакля является Джамбул Жордания, а сценаристом Занда Какалия. В спектакле задействованы актеры Русского драматического театра, а также различные танцевальные и вокальные коллективы, включая коллектив «Хурма», в котором занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также актер из Москвы Михаил Бабичев. А что ты здесь делаешь, Надин? Маму жду. Давай-ка на раз, два, три. Положи пингвина. Раз, два, готов, три. А куда мама пошла, ты не знаешь? Ирма Аслановна и мама у директора. Давай. Оп. Где у директора? А ты не знаешь, зачем она туда пошла? Астик сказал, если я спою, смогу играть с ними. Всем понравилось, как я пою. Супергерои – это не просто сценическое действие, а живое воплощение надежды и искренний диалог со зрителем. Актеры с ограниченными возможностями здоровья являются полноправными участниками труппы спектакля. При поддержке педагогов музыкальной академии «Хурма» они демонстрируют свою уникальную силу, способность воздействовать на зрителя через театральную игру, вокал и танец, раскрывая смыслы через суперумения. Анна Савилова, автор идеи и генеральный продюсер проекта «Искусство без границ», подчеркнула, что подобные мероприятия не просто важны, они необходимы. Что такое инклюзивное общество? Это когда все абсолютно люди, независимо от своих физических недомоганий, чувствуют себя комфортно. Вот если у нас, как мы себя называем, обычные люди, хотя они точно такие же обычные люди, даже с большими возможностями, у них ограничены возможности только по здоровью. И они преодолевают, и вы увидите сегодня в спектакле, для них это, конечно же, сложнее. И преодолевать непринятие общества, и преодолевать свои особенности, и мамы, которые борются за своих детей. Проект «Искусство без границ» способствует интеграции людей с ОВЗ в социальную и культурную жизнь, помогает им стать более самостоятельными, найти друзей и новые ориентиры. Чтобы люди видели нас, видели, какие мы. Спасибо вам за то, что показали такой спектакль с переводом. Надо, чтобы было всегда так, чтобы был переводчик на всех мероприятиях, потому что мы поняли, и нам было очень приятно смотреть. Если бы не было бы переводчика, мы бы не смогли прийти и смотреть этот спектакль, потому что не понимали бы. А это все прекрасно было, и мы все поняли, все действия.
Все вырученные средства от продажи билетов на спектакль «Супергерои» будут направлены в фонд Ашана для проведения необходимых ортопедических операций 8 подопечным фонда с диагнозом ДЦП. Каждый купленный билет – это возможность стать частью не только театрального события, но и шанс изменить чью-то жизнь к лучшему. Милана Агрба, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.